Я продолжаю писать карту дня на 7 августа. На понедельник смотрим следующие 6 знаков зодиака. Это у нас знаки от весов до рыбок. Если вы зашли на видео, вам нужны первые 6 знаков, тогда вам нужна первая часть. Ссылочка есть внизу под видео в описании. А я смотрю дальше. Весы. 7 августа. События дня. Понедельник. Друг. Общение с друзьями, подружками может быть. Колокольчик. Пустые разговоры. Ну, с другом, да, болтовня. Хорошее настроение, солнце. Обман, маска. Кто-то может обмануть. Временная разлука, чемодан. Решение вопроса. Ножницы. Угу. И рыба еще выпала. Да, то есть скользкое дело, обман какое-то. Жульничество. Да, вот вместе с маской. Так, смотрим, что у нас здесь. Не вижу горизонталь, вертикаль. Получается, у вас в этот день общение с другом, подружкой, разговоры, болтовня, хорошее настроение, да, это плюс. Возможно, кто-то приедет с чемоданом, или вы куда-то уедете. Это тоже как бы ни плюс, ни минус. Плюс у вас есть решение вопроса в этот день, а из минуса может быть обман, какое-то хитрое предложение для вас. То есть поэтому будьте осторожны. Все заманчивые предложения в этот день, это карты говорят, какая-то маска, обман. Да, то есть человек скрывает истинные намерения. Вот такое для вас предупреждение, весы. Благодарю за внимание. Перехожу я дальше к скорпионам. Так, скорпиончики, поехали, смотрим. 7 августа. Понедельник. События дня. Скорпионы. Колокольчик, пустые разговоры. Будильник. Будильник показывает опоздание, да, то есть когда мы куда-то нам надо на определенное время, мы не успеваем. Неприятность, ну вот, пожалуйста, да, то есть неприятность, связанная со временем. События, видите, еще выпадает какое-то событие, мероприятие, праздник, может быть, в этот день. И вам на определенное время нужно попасть на этот праздник. Тут еще, кстати, вариант мог быть лебедь. Верность показывает гармоничные отношения в паре. Но я увидела домик, поэтому оставляю его. Угу. Тут еще есть и ожидание. То есть в вашем случае может проиграться неприятность ожидания из этого опоздания. То есть может быть в дороге, да, например, перекрыта дорога или большая пробка. То есть вы чего-то или кого-то ждете, и из-за этого, да, вот проблема со временем появляется. Вот так еще может быть. Угу. И змея есть.
Змея — это человек, который попытается как-то ужалить, съязвить, сказать что-то неприятное, да, то есть заметить ваше опоздание. Так, значит, смотрите, что получается. Будет какое-то событие, мероприятие в понедельник. Общение со змеей, пустые разговоры, неприятность, связанная со временем, да, то есть через ожидание. Вот такая информация для вас. То есть здесь предупреждение. Да, то есть вот этого можно избежать. Если, в принципе, правильно рассчитать время, выйти пораньше, да, то есть то тогда этого может и не быть. Благодарю за внимание и перехожу дальше к стрельцам. Стрельцы. 7 августа. Стрельцы. Будильник, первое событие. Опоздание. Радость. Угу. И корабль ожидания. Да, то есть, возможно, вы будете ждать долго, да, то есть, не опаздывать, либо из-за ожидания, да, то есть из-за того, что кого-то или чего-то ждали, из-за этого опоздали. Вот. Может и так проигрываться по-разному. Варианты развития событий могут быть разные. Удача. Может быть, немножко удача поможет. Любовь нельзя. Тут два варианта. Цыпленок и корона. Но я увидела цыпленка, оставляю его. Цыпленок — семейная жизнь. Семья, дети, общение. Корона — это общение с представителем закона власти. Может быть, остановит на дороге. Да, например, кто-то это как бы затянется, то есть будет какое-то ожидание решения вопроса, да, то есть из этого опоздания. Подсвечник нельзя. Успех еще есть. Лавровый венок. Свидание нельзя. Здесь нет. Значит, смотрите. Первое событие показывает, что у вас будет проблема со временем в этот день. Будет ожидание, удача, радость, общение с семьей, с детьми и успех. Да, то есть, несмотря на вот эту проблему со временем, вас все равно ждет успех, возможно, благодаря удаче. Может быть, знаете, как бывает наоборот, допустим, из-за того, что что-то сместилось во времени, да, то есть это для вас как удача, и вы для себя получили результат, может быть, даже на который не рассчитывали. Вот иногда бывает, что вот эти смещения, они наоборот нам на руку. Да, не было бы счастья, да несчастье, по-моему, есть такое выражение. Вот это вот может быть ваш случай. Так что, стрельцы, вот так тоже может быть. Благодарю за внимание и перехожу я к козерогам. Так, козерожки. Седьмое августа, понедельник, события дня.
Цветочек. Исполнение желания, приятные эмоции. Обман. Маска. Кто-то будет в маске в этот день. Ссора. Кстати, вот ссора может быть из-за обмана. И неприятность тут же ложится рядом. Подарок. Подарок, исполнение желания. Пустые разговоры. Змея нельзя. Деловая встреча. Но встреча с подарком. Здесь нет. Значит, смотрите. У вас выпало исполнение желания, пустые разговоры, деловая встреча, подарок, неприятность, ссора и обман. Да, то есть очень такие серьезные предупреждения. Возможно, на этой встрече вас будут обманывать. Да, то есть человек, поэтому будьте осторожны. Это может создать вам неприятности. Еще как вариант неприятность, это, возможно, вы узнаете об обмане, да, то есть и будет конфликт из-за этого. То есть вы поймете, что вас обманывают. Может быть так. Ну, в общем, вот такая информация для вас, козерожки. То есть есть парочка предупреждений. Но есть и хорошие события. Цветочек выпадает очень редко. Благодарю за внимание. Перехожу к водолеям. Так, водолеи. 7 августа, понедельник. События дня. Солнышко решила заглянуть к вам. 7 августа, водолеи. Так, смотрим. Неприятность. И тут же, смотрите, хорошая новость. Да, то есть, с одной стороны минус, с другой стороны плюсик тоже есть. Радостная новость может быть. Череп. Плохое самочувствие. Что-то болит, тянет, ноет. Возможно, вы планируете, допустим, если в понедельник пойти, да, в поликлинику, больницу, тоже может череп выпадать, как подтверждение того, что вы занимаетесь здоровьем. Змею нельзя. Интимная связь, кровать. Ну или в вашем случае кровать рядом с болезнью, да, то есть, возможно, это вот желание пораньше лечь спать, отдохнуть, нет сил, да, какое-то вот такое состояние. Нерешенный вопрос еще есть. Цепочка. Угу. Значит, смотрите, что у нас выпало. 5 событий. Первое событие показывает, что может быть неприятность в этот день какая-то. Поэтому, если вы будете осторожны и внимательны, возможно, вы ее избежите. Дальше будут хорошие новости. Могут быть какие-то вопросы, связанные со здоровьем. Интимная связь может быть и нерешенный вопрос. Ножницы, смотрите. Да, буквально одна карта разделила. Да, выпала бы она здесь. И вопрос был бы решен. То есть вы в одном шаге от решения этого вопроса. Но в понедельник он, скорее всего, не решится. Вот так. Но вы уже очень близко. Благодарю за внимание, водолей. Перехожу к рыбкам.
опять же, знаете чего? Неприятность. То есть, возможно, какая-то неприятность, да, не позволит в этот день решить. То есть, забыли какой-то документ, что-то там по времени не совпадает. То есть, какая-то неприятность может помешать. Ну, это как вариант развития событий. Смотрим дальше. Рыбки. 7 августа. Рыбки, события дня, понедельник. Покажите мне, что у рыбок будет. Первое событие. Колебания, сомнения. Два варианта, да, между которыми трудно выбрать. Ссора, небольшая метла. Что не хотят показывать события. Есть еще кораблик ожидания. С утра в ожидании кого-то или чего-то. Нет, не вижу больше. Или я что-то где-то пропустила. Но если вдруг вы найдете, да, то есть события подписаны, или можете в комментарии мне написать. Так, значит, что я увидела? 3 события. Первое – это ожидание. Второе – сложный выбор, колебания, сомнения. И третье – это ссора. Еще иногда метла проигрывает наведение порядков. Да, когда вот дома убираем, да, то есть на работе там разбираемся с документами, порядки наводим, тоже вот может так еще проиграться. Но первостепенное, да, значение – это, конечно же, ссора небольшая. Вот такая информация для вас, рыбки, на понедельник. Благодарю за внимание, жду вас на своих новых видео.